Хороший лоу-кик. Сразу же от Асланбека Саидова. Пытается пройти в одну ногу сейчас Джесси Тейлор. Хорошая попытка. И такой цепкий очень боец, очень агрессивный, особенно в том, что касается партера. Пытается забрать сейчас спину. Он закрывает сейчас замок. Ненадолго Джесси Тейлор. Такая манера, вот так же точно он и начинал с Михаилом Царевым. Пытается начать инициировать удушающий прием сейчас Джесси Тейлор. Кстати, выступал он и в Страйкфорсе, и в частности проиграл, да, по-моему, там два удушающим. Да, один из них он проиграл Люку Рокхолду, действующему чемпиону UFC, которому, кстати, буквально вот завтра, даже если быть совсем точно, послезавтра предстоит защита титула. А тем временем Асланбек Саидов пока что контролирует руку соперника, не позволяет начать удушающий прием, но вот как бы это обескураживающим не выглядело, все-таки Джесси Тейлор забирает инициативу и так совершенно откровенно просто затягивает Асланбека Саидова в партер на первой же минуте этой встречи. Пошел удушающий прием, понимает прекрасно Тейлор, что вряд ли получится продеть руку под подбородок, предплечье под подбородок Асланбека. И пытается провести этот прием прямо через челюсть. Но вот что интересно, ожидание Асланбека сейчас полностью оправдывается. Не пожелал надолго оставаться в стойке Джесси Тейлор, сразу же потащил в партер, но сейчас ситуация, да, коренным образом меняется. И Асланбек-то, извините, знает толк в этом искусстве. Но здесь изначально нацелен был на досрочное завершение поединка Джесси Тейлор. И рисковал он. В итоге атакующую позицию занимает сейчас Асланбек Саидов. Какой же цепкий все-таки боец Джесси Тейлор. Казалось бы, все, уже Саидов ушел из этой неприятной для себя позиции. И вот снова забрал спину сейчас. И причем не дал буквально ни сантиметра свободного пространства Тейлор Саидову. Он все время производит какие-то атакующие действия. Казалось бы, все, выбрался уже Саидов, но нет. И вот проходит там 20-30 секунд. И Тейлор вновь забирает спину российского спортсмена. Польского, вновь польского. Да, ну, российско-польского, да. Кстати, практически большую часть своей карьеры как раз-таки Асланбек провел под знаменами организации КСВ. И начинал он, кстати, свою карьеру в Польше, так что не было истории, что начинал в России, потом перебрался в другую страну. Наоборот, можно сказать, что начинал в Польше. Вот сейчас, мы уже рассказали эту историю, как сейчас перебрался в Россию. Так, и вот сейчас хорошо забрал шею. Сдается! Да, вот так вот. Сдается Джесси Тейлор. Ну, вот такой вот нервный, напряженный бой, казалось бы. Джесси Тейлор очень навязчиво, долго и упорно идет к своей цели. И в своем любимом партере.